День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем» в студии Кристина Якупова. И вот о чем мы расскажем сегодня. В Якутии запустили линию электропередач Хандыга-Нежданинская. Масштабное строительство позволит сократить себестоимость добычи золота. Режим ЧС в лесах федерального значения снят в республике и Хабаровском крае. Решение принято в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки. Кубок главы Якутии ПАГО собрал сильнейших игроков страны из десятков регионов. Соревнования длились 3 дня и завершились сегодня. Смелые решения и эффективный подход к работе. В республике состоялся запуск линии электропередачи Хандыга-Нежданинская, которая даст импульс развитию всей республики не только в области золотодобывающей промышленности, но и в смежных секторах инфраструктуры и экономики. Детали узнавала Надежда Саханская. Решение о реализации проекта по разработке нежданинского месторождения было принято несколько лет назад. Удалось построить производственную и бытовую инфраструктуры, запустить энергокомплекс и с нуля протянуть линии электропередач, покорив тем самым уникальный горный рельеф Верхоянья. Нынешний запуск проводки и энергоснабжения, по словам главы республики, позволит повысить энергоэффективность самого проекта, который является одним из крупнейших в истории Новой России по золотодобыче. Это позволит более активно развиваться и Тампонскому району. Сегодня уже рассматриваются вопросы подключения населенного пункта «Теплый ключ» к данной энергосистеме. Технические возможности уже сегодня имеются. Но и в дальнейшем уже от этой линии могут быть ответвления уже к другим месторождениям других компаний, недропользователей, работающих на территории Тампонского района, что, конечно же, опять же, позволит уже более активно развиваться в целом всему макрорегиону Восточной Якутии. Подключение горно-обогатительного комбината к электросетям снизит нагрузку на энергокомплекс, который до этого был единственным источником подачи энергии. Соответственно, это скажется на экономии дизельного топлива и, как следствие, сократит выбросы в атмосферу. Углеродный отпечаток предприятия, который достаточно был существенный из-за использования ископаемого топлива, он сократится примерно на 60-70% и может сократиться еще больше после заключения прямого договора с Вилюйской ГЭС. Понятно, что оба этих результата полностью соответствуют стратегии компании. Прибыльная работа с минимальным вредом для окружающей среды. Строительство началось в 2020 году, что говорит о беспрецедентно сжатых сроках. Его вела компания «Южно-Верхоянские энергосети». Все цели в ходе проекта были достигнуты. Была применена уникальная даже для Дальнего Востока схема финансирования, когда средства Фонда развития Дальнего Востока, а впоследствии средства государственной корпорации ВЭП использовались как кредитный источник для финансирования примерно 70% затрат на строительство данной линии и подстанции. Разумеется, с вводом ЛЭП энергообеспечение Нежданинского горно-обогатительного комбината стало надежнее. Более того, фабрика, запущенная в ноябре прошлого года, продолжает успешную работу. Мы сегодня имеем определенный результат. И вот находимся в преддверии праздника Дня шахтера. Он на этой неделе состоится. И в канун этого праздника будет произведена на фабрике 5-я тонна металла с момента запуска фабрики в эксплуатацию. Стоит отметить, что сам проект состоялся благодаря правительству Российской Федерации и соответствующим решениям правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Безусловно, запуск такой линии электропередач – историческое событие для золотодобывающей промышленности республики и всей страны в целом. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Подготовка к отопительному сезону идет в штатном режиме. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. Общий процент готовности объектов по Якутии на сегодняшний день составляет 88%. Отопительный сезон начался в 8 районах. Запуск в остальных населенных пунктах планируется до 19 сентября.
Также в плановом режиме продолжается завоз топливно-энергетических ресурсов. Из планируемого топлива отгружено уже более 75%, доставлено на места около 60%. Решение о начале и завершении отопительного сезона принимается муниципальными образованиями непосредственно на местах в соответствии с установленным нормативом и погодными условиями на территории муниципальных образований. Хочу напомнить, что в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 354 отопительный сезон должен начаться при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов в течение 5 суток подряд. По поручению главы республики Айсена Николаева правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Дмитрием Садовниковым посетила Булунский район. Рабочая группа выезжала на плотину озера Мелкое, где на днях из-за усиления фильтрации воды произошел обвал на одном из участков. Подробнее в материале Лидии Гасанбалаевой. С момента ЧС в Тиксе ситуация с плотиной улучшается. Правительственная комиссия ознакомилась с ходом восстановительных работ. Сейчас на месте продолжается отсыпка грунта для укрепления плотины и ее уширения. Отсыпано свыше 5000 кубов, работают 6 единиц техники, самосвалы, погрузчики и виброкаток. Осталось отсыпать еще порядка 7000 кубов. В ночь с 18 на 19 августа ГУП ЖКХ производил гиперхлорирование воды питьевой. Ограничений водоснабжения нету, опасности для населения нет. Все объекты ГУП ЖКХ работают в штатном режиме. Помимо восстановительных работ, здесь рядом с местом обвала установят сезонные охлаждающие устройства. Сегодня, после тех работ, которые превентивно будут сделаны, нам все-таки необходимо принять техническое решение. Это не проект, а техническое решение. Все-таки установить сезонно охлаждающие установки для замораживания того расщепленного участка, который мы сегодня видим. Но это не говорит, что фильтрационную работу совсем прекратятся, но уменьшение фильтрации, замедление фильтрации будет однозначно. Гидротехническое сооружение было построено здесь в конце 60-х, начале 70-х годов. И последние несколько десятков лет никем не обслуживалось. В прошлом году объект был передан на баланс муниципалитета. В ближайшее время угрозы обмеления нет, но во избежание этого в будущем необходима реконструкция. Дмитрий Садовников поручил на этой неделе отправить проектную группу в Тиксе для разработки технических решений. Работать максимально, изучать и находить пути выхода из создавшейся ситуации. Могу заверить, что без воды тиксинцы не останутся. Мы примем все максимальные меры для того, чтобы воду оставить на тех уровнях, которые требуют у нас началу, скажем, зимнего периода. Ну и в целом, чтобы вода на озере Мелкое соответствовало для того, чтобы жители поселка чувствовали себя комфортно. Как отмечают жители, в первые дни вода имела мутный цвет, но после профилактического обеззараживания качество воды улучшилось. Ну, сейчас намного лучше, конечно, но все равно не скажешь, что вода чисто белая. Мы это как бы с тревогой на самом деле эту информацию восприняли, потому что это озеро единственный как бы источник, который снабжает поселок. Когда начали, видно, предпринимать какие-то действия по поддержанию либо устранению проблемы, вода как бы стала более чистая. В поселках Тикси и Тикси-3 водой снабжает водозаборная станция ГУП ЖКХ. В эти дни объект работу не прекращал, и ограничения водоснабжения у населения не было. Проводятся работы по гиперхлорированию воды, то есть обеззараживанию. Вот, мы взяли анализ, Роспотребнадзор взял анализ, санитарно-эпидемиологическая служба взяла анализ. На сегодняшний день анализы отправлены на все город Якутск. Как они придут? Ну, я думаю, что, скорее всего, ничего плохого они не покажут, потому что это замутнение вызвано не техногенным каким-то там, не, скажем так, никакая среда, имеющая горюче-смазочный характер или еще какой-то там бактериологический характер, в воду не попадала. Это естественное замутнение, она осядет, и вода будет пригодна для питья, употребления и так далее. Для реконструкции плотины для начала будет определен источник финансирования. На разработку проектно-сметной документации вопрос будет решаться в приоритетном порядке. Лидия Гасанбалаева, Артем Алексеев, Тикси.
До конца 2023 года в Якутии завершится строительство 4 домов долгостроев. Республиканский фонд по защите прав граждан, участников долевого строительства, заключил договор генподряда с ООО «Стройиндустрия» на завершение строительства многоквартирного жилого дома по улице Автодорожная в городе Якутске. В следующем году 166 дольщиков получат ключи от своих долгожданных квартир. Продолжаются работы по завершению строительства еще 3 долгостроев в микрорайоне Ильинка города Якутска, а также многоквартирного дома с офисными помещениями в селе Чурапча. В целом, до конца 2023 года в республике планируется завершить строительство 4 проблемных объектов и восстановить права 265 дольщиков. В Удачном реконструируют здание аэровокзала, а в Арылахе построят новый агрокомплекс. Эти и другие изменения в районе произойдут согласно указу главы Якутии Айсена Николаева о развитии Мирнинского района до 30 года. Одна из основных задач указа – вывести на новый уровень образовательную систему. Напомним, программу развития на ближайшие 8 лет разработали на основе пожеланий жителей района в общественном движении «Народный актив». Рассматриваем сейчас мастер-план по городу Мирному, где предусматривается строительство образовательного кластера. Это здание нового Мирнинского регионально-технического колледжа, которое, в принципе, будет способствовать и развитию комфортной городской среды в том числе. Также, конечно, большие направления – это по развитию комфортной городской среды во всех населенных пунктах Мирнинского района и ремонт и строительство автомобильных дорог. Асфальтирование как внутри населенных пунктов, так и прилегающих дорог к населенным пунктам. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Вы смотрите программу «День за днем». В студии Кристина Якупова. Мы продолжаем освещать самые заметные события этой недели. Режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального значения снят в Якутии и Хабаровском крае. Решение принято в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки. Режим ЧС действовал с 19 июля. Впервые в этом году он был введен в упрощенном порядке. В итоге комплекс принятых мер, в том числе увеличение финансирования на охрану лесов, позволил в 13 раз уменьшить площадь лесных пожаров и добиться наилучших результатов с 2017 года. Сегодня идем мы к завершению пожароопасного сезона. Остается примерно месяц такого сезона. И хотелось бы, конечно, заблаговременно поблагодарить руководителей государственной власти, муниципальных образований, глав районов, наследников, руководителей организаций, учреждений, всех граждан, которые занимались в этот пожароопасный сезон своим делом и улучшили показатели пожароопасного сезона по республике. Работа Ленского клуба стартовала в Москве. Это площадка, которая объединяет ведущих российских и международных экспертов вокруг актуальных проблем и вызовов развития Дальнего Востока и Арктики. Одна из важнейших тем – практика борьбы с лесными пожарами, новые подходы к реагированию на климатические вызовы. В своем приветственном выступлении глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что леса занимают огромную часть нашей республики, и борьба с пожарами крайне важна. В этом году зарегистрировано в 3 раза меньше очагов возгорания по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Глава Якутии обозначил направления, в которых стоит двигаться в решении проблемы тушения пожаров. Конечно, нам надо работу свою совершенствовать. Несколько мыслей, что можно было бы сделать. Во-первых, в части IT. Вот наша программа помогла значительно повысить оперативность качества принимаемых решений. При этом знаю, что сейчас во многих регионах не до конца решена задача по цифровому мониторингу лесных пожаров. И, безусловно, наши якутские IT-разработки получают все больше положительных оценок. И предлагаю на федеральном уровне проработать создание такого дальневосточного, а может и сибирского единого информационного центра по мониторингу и противодействию лесным пожарам. Мы, в принципе, здесь готовы выступить как центр на базе нашего IT-парка. Российский лидер по добыче алмазов «Алроса» впервые в первом полугодии этого года трудоустроила более 2000 якутян
в рамках республиканской программы «Местные кадры в промышленность». О том, как работают в промышленных предприятиях специалисты, смотрите далее. Местные кадры в промышленность. Ежегодно крупнейшая алмазодобывающая компания «Алроса» предоставляет рабочие места тысячам жителей Якутии. Только в этом году за первые 6 месяцев трудоустроено свыше 1300 молодых специалистов и более 600 работников из сельской местности. На участке Прииск-Маят работает 1400 человек. Как раз сейчас прошла половина промывочного сезона. В этом году должны промыть 4,5 миллиона песка с алмазами. Из них большая половина уже сделана. Все идет по плану. «Алроса» охотно принимает молодежь, предоставляя ей возможность для развития и роста профессиональных навыков. Они работают по разным специальностям, как рабочим, так и инженерно-техническим. Также есть возможность повышения квалификации в корпоративном университете компании. Более того, есть и программа наставничества и институт внутренних тренеров. Такие специалисты ценны, как геодезисты, гидробиологи. И когда молодые специалисты с такой квалификацией к нам поступают на работу, мы этому очень радуемся и их поддерживаем. Основная задача программы «Местные кадры в промышленность» – это обеспечение потребностей в трудовых ресурсах предприятий промышленности, строительной отрасли, транспорта, дорожного хозяйства и энергетики за счет трудоустройства жителей республики. Для молодых специалистов в компании «Алроса» есть различные программы поддержки. Если, к примеру, к нам трудоустраивается молодой специалист без жилья, то мы в первые годы выделяем ему общежитие, а в дальнейшем, если он желает приобрести квартиру, то в этом вопросе тоже компания «Алроса» помогает. В настоящий момент, в течение уже 6 лет, сейчас уже 6-й год идет реализация этого проекта, компания по итогам 2021 года стала победителем в номинации «Лучший работодатель за вклад в развитие трудовых ресурсов Республики Саха-Якутия». За годы участия в программе с 2018 года на работу в предприятиях «Алроса» трудоустроились свыше 10 тысяч жителей Якутии. Из них большая половина – представители молодежи до 35 лет. В алмазах Анабара работаю уже больше 10 лет, по специальности кладовщик. В мои обязанности входит приемка прибывшего груза и распределение по участкам. Ежегодно наша база расширяется. На работу многие приезжают. Компания «Алмаз Анабара», входящая в группу «Алроса», вышла на допандемийные показатели. Акционерное общество ведет деятельность на территории 3 арктических районов Якутии – в Анабарском, Оленёкском и Булунском улусах. В связи с увеличением плана горных работ компания активно инвестирует в техническое перевооружение и замену оборудования, а также обучает своих специалистов. У нас сейчас несколько мероприятий намечено, которые идут с целью обучить людей молодых правильной эксплуатации техники, бережное отношение к технике. И, соответственно, эти программы мы сейчас подкрепляем стимулированием, возможно, будет премирование, которое мы планируем вести в этом 3-м квартале где-то, или в 4-м уже будем пробовать. Информация об имеющихся вакансиях еженедельно публикуется в официальных аккаунтах «Алроса», ВКонтакте и в Телеграм-канале, а также на портале «Работа в России». Светлана Амосова, Иннокентий Соловьев, Якутия. Сегодня в Якутске завершились интеллектуальные схватки на досках игры ГО в рамках Кубка главы Якутии. 3 дня сильнейшие игроки оспаривали звание самого лучшего стратега и тактика. О том, как проходил кубок, в материале моего коллеги Александра Хавренко. Игра ГО появилась более 5000 лет назад. В середине 20 века игра стала популярна и в нашей стране. В 2022 году крупный турнир по игре ГО впервые прошел на якутской земле. Сам турнир в Якутии был задуман у нас в прошлом году, когда мы посетили чемпионат мира в Владивостоке. И тогда на полях родилась эта идея провести в Якутии свой крупный турнир, который бы имел такую знаковость. И у нас, я думаю, это получилось. Сегодня в Якутск приехали лучшие игроки со всей России, с очень обширной географией от Калининграда до Владивостока. И они каждый день показывают безумно сложные партии. Мы очень рады тем, что наши игроки, в том числе, это Федор Александр, это Виктор Павлов, это Верстов Федор, они играют за одними столами с признанными гроссмейстерами, мастерами спорта, и получают у них этот опыт игры.
Но не только игроки из России приехали на турнир. Станислав Фрейлек, профессиональный игрок в ГО из Польши, с большим удовольствием принял приглашение поучаствовать в турнире. Организация и форма его проведения оставила у польского спортсмена массу самых положительных эмоций. Это такой турнир, на котором я раньше никогда не бывал, и вообще я не знаю, если проходили большие турниры на теплоходе, на каком-нибудь корабле. Так что очень интересная идея, и очень приятно находиться в таком месте и смотреть наружу. Вчера мы доплыли на Ленинские столбы, и тоже было время, чтобы мы пошли наверх и посмотрели всю природу вокруг. Так что в этом плане турнир очень необычный и очень приятно в таком участвовать. Безусловно, проведение столь крупного турнира даст свои плоды по развитию и популяризации игры ГО в нашей республике, уверен глава Якутии Айсен Николаев. Это, безусловно, признание Якутии как одного из возможных уже в будущем недалеком центров игры ГО у нас в России. И я рад, что у нас с каждым годом мы видим просто качественный и количественный рост тех людей, которые увлекаются и начинают играть в ГО. Эта игра очень стратегичная, она заставляет мыслить, она заставляет обдумывать даже не следующий ход, а те ходы, которые у тебя будут там через несколько уже ходов уже, на много ходов вперед смотреть. И, конечно, так как это на самом деле древнейшая игра интеллектуальная, которая есть у человечества, история ГО насчитывает 5000 лет, то, конечно, вот эти все ее приемы, все подходы, они во многом потом человеку в жизни, особенности управленцам, я считаю, что очень важны. Недаром эта игра входит уже, скажем так, не только в теорию, но и в практику подготовки многих управленческих кадров для элиты многих азиатских стран. В Якутии очень большие планы по развитию и популяризации игры ГО. От включения ее в образовательные программы в школах до возможного добавления в качестве спортивной дисциплины на играх «Дети Азии» в 2024 году. Ну и кроме всего прочего, игра ГО – это очень интересный и полезный вид досуга, доступный каждому. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск, Хангаласский район. В Якутске прошла 11-я межрегиональная выставка-ярмарка «Печатный двор Якутии-2022». Мероприятие приурочили к столетию Якутской ССР. Какие книги представили гостям мероприятия и как влияет организация выставки на якутское издательство, в материале Саргаланы Неустроевой. Здесь на выставке можно найти книги на любой вкус, но есть и совсем необычные издания. К примеру, вот такие книги с интересным оформлением или такие карманные миниатюры. Однако, встретив такие, готовьте кошелек, ведь чем удивительнее книга, тем она дороже. Впрочем, без покупок с ярмарки выставки «Печатный двор Якутии» вряд ли кто уйдет. Здесь свои книги представило даже старейшее издательство Москвы «Молодая гвардия». Среди экземпляров издательства есть и те, что издавались на якутском языке, в частности, произведения детской писательницы Анны Гончаровой. По словам автора, работа якутских специалистов ей очень понравилась, и она всегда открыта к сотрудничеству с другими национальными издательствами. Я услышала, как звучат мои истории на якутском, и до сих пор это волшебное ощущение такого певучего голоса. Дети их читали, есть даже ролик в интернете, где дети читают мои истории на якутском. Это удивительно, волшебно, поскольку ваш язык прекрасен, и я очень горжусь, что мои первые истории теперь звучат на таком волшебном, древнем якутском языке. В целом на выставке ярмарки были представлены лучшие работы издательства не только республики, но и других регионов Дальнего Востока, Москвы, Новосибирска и даже Казахстана. А главной целью мероприятия стала популяризация чтения и печатного издательства, что стало особенно актуально в эпоху всеобщей цифровизации. Мы видим, что книга борется за свое место, борется с социальными сетями, борется с гаджетами, борется вообще с другим времяпровождением. И я надеюсь, что мы чуть-чуть побеждаем. То есть мы, скажем так, свои позиции не сдаем. И вот эта выставка в Якутске, она позволяет взглянуть, чуть-чуть на российское издание в целом.
Большую поддержку издателям оказывает и правительство республики. Сегодня в Якутии производится широкий спектр издательской продукции. Это журналы, книги и газеты, которые выпускаются в том числе и на языках коренных малочисленных народов республики. С прошлого года достаточно сильно вложили средства на обновление базы нашей типографии, якутской типографии. И благодаря этому решению снижается и себестоимость продукции, и качество продукции. Ну а наше книжное национальное издательство «Аяр» идет в ногу со временем, сочетая традиции, лучшие традиции книгопечатания. Они выпускают и новые современные продукции, в том числе и путем использования информационных технологий. Ну а самым ожидаемым и интригующим событием мероприятия стал конкурс среди изданий, который проводится с целью повышения качества полиграфического исполнения и редакционной издательской подготовки. Подведение его итогов пройдет уже во второй день выставки, 27 августа. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работала Кристина Якупова. До встречи в эфире.